Молодой человек ушел, ничего не сказал. Так, а вот и мы. Здравствуйте, уважаемые телезрители наши. Вас приветствует РМУ учителей русского языка и литературы. Предоставляю слово Сергеевой Наталье Станиславовне. Здравствуйте, уважаемые. Она расскажет о том, что мы сегодня будем делать на заседании. Вас приветствует РМУ учителей русского языка и литературы. Предоставляю слово Сергеевой Наталье Станиславовне. Здравствуйте, уважаемые. Она расскажет о том, что мы сегодня будем делать на заседании. И сегодня мы с вами собираемся в первый раз в этом году для того, чтобы обсудить важные вопросы. Значит, первый вопрос – это научное исследовательское проект предметов русский язык и литература. Вот здесь у нас присутствуют гости, которые мы потом вам представим. Предоставим слово. Научим, что Русский имеет положительный опыт с реализацией научно-исследовательской деятельности предметов. Ну и кроме того, нужно сказать, что существует ряд проблем, которые мы хотели вместе обсудить и, возможно, положить начало разговора, который у нас должен состояться. Нужно сказать, что существует ряд проблем. Ну. Все? Сначала? Да, может сначала. Давайте, да, все, поехали. В каком смысле сначала? Не было слышно, потому что включили там. Ты бежит? Нет, сейчас все нормально. Я смотрю, Сейчас нормально? Да, то есть все. То есть мы не будем ничего видеть, а презентацию выводим так? Да. Хорошо. Хорошо. Тогда все начнем. Ну, давайте продолжайте, Наталья Станиславовна. Так, а не слышно было, да? Что-то сказал, что... Продолжайте. Так, значит, мы тогда начинаем с первого вопроса, который посвящен научно-исследовательской и проектной деятельности в рамках предметов русский язык и литература. Как я уже сказала, мы сначала посмотрим вот тот опыт положительной реализации научно-исследовательской деятельности в рамках наших предметов, и потом вынесем и обсудим некоторые проблемы, которые связаны с этим, и, вероятно, положим начало определенному разговору, к которому нам еще придется возвращаться, потому что проблем, связанных с проектной деятельностью в рамках общего образования, много. Кроме того, мы бы хотели сегодня выслушать еще одного нашего гостя. Мы начинаем, вернее, продолжаем сотрудничество с Национальной библиотекой. И как раз вот тот разговор, который связан с той помощью, которую может оказать нам библиотека в преподавании наших предметов, особенно связанных с появлением новых предметов в школьном расписании, значит, мы тоже сегодня его начнем. И я надеюсь, что это сотрудничество будет плодотворно развиваться. Ну и, наконец-то, информация, которую мы бы тоже хотели вам представить, связана с такой проблемой, как перепроверка выпускных работ. Итоговых. Да, итоговых выпускных работ, сочинений имеется в виду. И вот опять-таки те проблемы, которые у нас все-таки выявляются в ходе этой проверки. Проблема, которая связана с критериями оценки, ну и, наконец, самим фактом того, что эта перепроверка требуется. То есть те оценки, которые выставляются педагогами, они еще также подвергаются дополнительной экспертизе. И мы поговорим о том, в каких же случаях эта экспертиза подтверждает выставленные оценки, в каких случаях она их опровергает. Итак, начинаем. Значит, я бы хотела представить вам нашу гостью. Это доцент кафедры русской филологии Сыктывкарского государственного университета, кандидат педагогических наук Светлана Степановна Мигунова, которая как раз и представит нам тот опыт реализации научно-исследовательской работы, который существует в связке между общим и высшим образованием, потому что, конечно, все мы заинтересованы в том, чтобы эта связка у нас была. Дело в том, что научно-исследовательская работа, она позволяет выявлять
по сути дела, наших будущих коллег, или во всяком случае тех обучающихся, которые любят слово, любят читать. Это, к сожалению, сейчас является проблемой, и которые могут не просто любить слово и читать книги, но еще и способны анализировать тот материал, который они изучают. Светлана Степановна, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Наша кафедра проводит конкурс учебно-исследовательских проектов по русскому языку и литературе. Мы его определили так для старшеклассников, хотя у нас аудитория получилась гораздо больше, и мы совсем об этом не жалеем. Проводим мы уже его, вот в этом году будет 4-й год, надеемся, что и в этом году аудитория соберется. Участники наши – это прежде всего, конечно, учащиеся средних общеобразовательных школ. И нам очень приятно, что это не только Сыктывкар, Ухта, хотя интересные проекты здесь есть. Ну вот если сразу называть те проекты школ, которые запомнились, обратили на себя внимание, это вот как раз работы ухтинских школ. Если по Сыктывкару, то это 12-я школа, 26-я, 25-я школа, русская гимназия. Гораздо меньше, но тем не менее были проекты средних специальных учебных заведений. Ну, например, в прошлом году у нас выступали девочки с таким коллективным проектом Сыктывкарского кооперативного техникума. Ну и, в общем-то, мы тоже приглашаем представителей средних специальных учебных заведений. Можно сразу спросить, а как вы находите друг друга? Чуть позже я скажу об этом, да. Вот. Все данные я дам. Так вот, поскольку в средних специальных учебных заведениях сейчас есть, я знаю, и русский язык, и культура речи, и литература даже, пусть не во всех, поэтому вот эти все вопросы, они могут быть освещены в проектах. Если говорить о районах, то тоже очень большое представительство, причем очень приятно, что принимают участие не только в заочном конкурсе, иногородние наши участники, представители из других районов, но и приезжают, ну, вот, например, чтобы далеко за пример не ходить, в прошлом году у нас были очень интересные проекты участников из Шилья-Юр, это, по-моему, Ижемский район, из Усть-Цильмы, из Усть-Кулома, из Микуни. Ну, вот я уже отметила кооперативный техникум, это. И что еще хочется на что обратить внимание, что у нас есть даже участники из других областей. Вот за эти 3 года предыдущих у нас были участники из Архангельской, Кировской, Вологодской и даже из Челябинской области. Ну, правда, они все были участниками заочной части нашего конкурса. Чуть позже я об этом тоже скажу. Ну вот, чтобы учителя представляли круг интересов участников, я назову некоторые темы. Например, пропаганда русской классической литературы, создание комикса по мотивам повести Гоголя «Ночь перед Рождеством». Это русская гимназия в прошлом году представляла интересный проект такой. 25-я школа наша Сыктывкарская представила проект «Есенинские мотивы в лирике коми поэта Кушманова». Там были у них такие интересные параллели, они определяли по тематике, вот, и пришли к выводу, что творчество Кушманова очень созвучно с творчеством Есенина, и что очень много таких вот параллелей, общих проблем, которые интересовали обоих поэтов. Необычное, очень, может быть, несколько выступление несколько субъективными выводами, но тем не менее очень интересное. Участница из Усть-Кулома была в прошлом же году. Назывался он так «Автограф и личность» Анна Ахматова.
Из УСЦИЛь мы представили работу очень самостоятельную. Особенности интернет-коммуникации школьников. Сделали интересный анализ ребята. Из Ижемского района особенности речевого портрета старшеклассников. Из 25-й школы 2 работы, такие очень серьезные, скорее они даже не проектные, а исследовательские работы. Антропонимы в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» 1 работа. И еще 1 работа, они, кстати, 1 место получили. Просторечие в повести Торопова «Земля зовется Пармой». Ну вот это из наиболее интересных, наиболее удачных работ. Участвуют у нас и совсем маленькие ребята. Вот у нас это город Вельск, Архангельская область, прислали для заочного конкурса учащиеся 4-5 класса проект такой «Лингвистическая сказка». У них там небольшое исследование было, они изучали разные учебники, по ним рассмотрели особенности сначала народной литературной сказки, потом спроецировали вот эти особенности сказки на лингвистическую сказку, ну и сами, то есть познакомившись с требованиями к лингвистической сказке, они сами придумали свои лингвистические сказки и создали такой иллюстрированный сборник лингвистической сказки. Ну, это вот, правда, у них все было в электронном виде, но тем не менее было интересно. Поскольку вот мы уже не 1-й год проводим эту работу, то какие-то у нас обобщения мы уже сделали, и хотелось бы обратить внимание учителей на некоторые особенности вот тех 2 частей проектных работ, которые мы предлагаем. То есть вот эту информацию, которую я вам в конце назову, вот там я буду говорить о том, что наш проект мы предлагаем включить в проекты ваши 2 части. Это теоретическая часть и практическая часть. Теоретическая часть, там, в зависимости, вот я сейчас, так сказать, это не цель моего выступления, поэтому я сейчас совсем ничего не буду говорить об особенностях проектов или учебно-исследовательских работ. Мы как-то постарались все это объединить и так и назвали. Вот когда мы все это начинали, мы очень долго обсуждали, но решили ничего тут не диктовать учителю, назвали наш конкурс учебно-исследовательских проектов. То есть мы вот так вот все решили объединить. Вот. И поэтому у нас есть, вы уже по темам, наверное, почувствовали, что если это антропонимы там в романе Булгакова, то, естественно, это в большей мере исследовательская работа. А если нам присылали, например, не прислали, это вот 1-й самый год, в 2016 году выступала очень удачно Пушкинская гимназия. Это была проектная работа, там было у них несколько видеофильмов по произведениям Пушкина. Ну, например, они там, сами ребята выступали в качестве актеров, например, сцена была им там разыграна по эпизоду вот из Евгения Онегина «Дуэль», Евгения Онегина и Ленского, там объяснение Татьяны и Онегина, вот, ну, несколько эпизодов, там они их объединили, в конце у них были какие-то выступления учителей, учащихся Пушкинской гимназии, они говорили о том, почему они считают Пушкина современным поэтом, чем интересно сейчас творчество Пушкина вот, нынешним читателям. Это была, конечно, такая проектная работа в пол. Так вот, если то есть первая часть, вот эта теоретическая, как мы ее условно назвали, часть, это может быть или собственно научная, или собственно исследовательская работа. Если это темы что-то типа вот антропонимы в романе Булгакова, например, «Мастер и Маргарита». И тогда вот на что хотелось бы обратить внимание, что все-таки, когда мы получаем ваши вот эти вот проекты, то
исследовательская часть очень часто, к сожалению, она представляет собой такое вот буквальное копирование, скачивание из интернета. И иногда, ну, даже не иногда, вот чаще всего, обычно, вот, все-таки вот без всякого анализа, вот, дословно. Все-таки, наверное, хотелось бы, чтобы вот эта работа, проектная деятельность учащихся, ну, формировала у них какие-то умения работы с научной литературой, с научно-популярной литературой, умения работать в библиотеке, например, формировались бы умения работать с каталогами. Вот. Тем более, что научно-популярной литературы сейчас много, и, к сожалению, учащиеся их вот эту литературу, они не знают совсем. В большинстве своем, я так думаю. А можно задать вопрос? А сколько примерно к вам поступает работы, сколько вы отсеиваете за то, что они носят не вполне, скажем так, самостоятельный характер? Отсеиваем, да, именно по этой цели. Ну, немного. То есть мы, ну уж не совсем строго. То есть если даже первая часть скачана, но проект, вот эта вторая практическая часть интересная, то мы оставляем. Вот. А поступает нам около 30 работ каждый год. Вот. Это со всей республики? Из других районов, областей, да. На очном конкурсе у нас выступает, в прошлом году, по-моему, 16 вот выступлений было. А на заочном больше, там около, ну, чуть больше 20 обычно бывает. Вот. Ну, если это было, ну, правда, я вот как-то не записала себе вот эти темы, то есть там темы, то есть отсеиваем мы работы, возвращаем. Я в прошлом году несколько работ возвратила, причем это были и работы вот наших сыктывкарских школ, ну и писала, конечно, учителям о том, что работа представляет, ну, вот полностью скопирована из интернета. Но даже если бы она была не из интернета, а из какой-то научной литературы, полностью скопирована, она бы все равно не была принята, потому что вот я возвращаюсь к своей мысли о том, что очень хорошо, и это нужно, чтобы учащиеся изучали научную или лучше научно-популярную литературу. Но даже если это не интернет, а научная литература, то все равно это не должно быть прямое копирование, потому что это должен быть анализ. Можно, да? Ага. Должен быть анализ, должны быть, собственно, обобщения. Хорошо, если это не один источник, а 2-3 источника, поскольку есть такие, ну, требования, что учащиеся старших классов должны уметь делать обобщение на основе нескольких научных источников, чтобы они умели сделать свои выводы. Ну, вот эти требования, потому что даже если когда вот у нас участники очной части нашего конкурса выступают, и там есть даже монографии иногда, вот они в презентации у них обычно бывает в конце там список литературы, и мы просим остановиться на списке литературы и смотрим, какая-то монография серьезная, там 200-300 страниц. Я себе так представляю, ну и остальные члены жюри, представители нашей кафедры, что вряд ли ученик способен это прочитать и понять, то, ну и действительно, учащиеся даже не могут назвать название книги, авторов. Ну, я уж не говорю о том... еще перебью немножко? Сейчас еще одну секунду. А это у вас публичная защита потом полагается? Да. То есть они у них написан этот список, а когда уже озвучить, видно, что они... Да. Сейчас я скажу об этом. То есть я скажу по частям, потом скажу, в каком виде мы от них ожидаем, вот от участников этой работы. Вот. Ну, хотелось бы, чтобы дети могли сказать, вот какую книгу они прочитали, что им показалось трудно, что им заинтересовало. Я еще раз обращаюсь к учителям с тем, что, конечно, дети не могут и не должны прочитать всю монографию. Но предложите им какой-то параграф, какие-то фрагменты работы, которые доступны, которые они смогут понять. Обсудите, ну, то есть вот какие-то там приемы используйте. Но я думаю, что все-таки, особенно если это исследовательский проект, то, конечно же, нужно знакомить детей и приобщать детей к чтению научно-популярной литературы. Вот это первая часть, это то, что называется, то, что мы условно назвали теоретическая часть. Вторая часть – практическая часть.
Здесь мы предложили учащимся создать то, что называют продукт, результат какой-то представить. Сразу вот о чем здесь хочу сказать, что у нас как-то так сложилось уже, не только на нашем конкурсе, я много общаюсь с учителями, в основном, правда, сыктывкарскими, и для них в основном или часто практическая часть, вот этот продукт, это презентация. Конечно, презентация возможна, но это, наверное, сейчас все-таки, во-первых, это не единственный, и сейчас уже не самый интересный. Наверное, есть много других, но более интересных каких-то вариантов. А презентация, она все-таки, то есть вот как у нас на конкурсе это проходит, она как-то вот идет параллельно, то есть я бы ее сказала, что это часть вот этой составляющая первой теоретической части, причем не очень удачно или в большинстве случаев неудачно используется презентация. То есть презентация обычно повторяет содержание или дословно. Содержание устного выступления учащихся или краткое содержание. Я думаю, что в таком виде презентация вообще вряд ли нужна. То есть презентация может быть нужна и может готовиться, если она представляет какие-то результаты, которые, может быть, трудно на слух воспринять, там цифровой материал, или можно представить вопрос. Да, совершенно верно. Вопросы, интервью, вот как у нас в этом году, в прошлом учебном году было, или там какие-то схемы, графики, диаграммы и все прочее. Да. А практическая часть все-таки хочется, чтобы это было что-то другое. Какой-то вот результат, видеофильм, как я уже назвала, Пушкинской гимназии, или сборник лингвистических сказок, или вот у нас в прошлом году первое место заняли учащиеся 26-й школы Сыктывкарской, у них был интересный проект. Так, вот он назывался «Встреча с Лермонтовым», альбом стихов и растений. И они подготовили действительно альбом, то есть на четверть ватманского листа у них был каждый лист, там у них было растение, в правом верхнем углу растений, причем вот в первой части они рассказали, у них была проектная работа. Они рассказали, как вот эти растения они получали, откуда получали, из разных регионов нашей страны, из других стран, и бог знает откуда, из Африки. Вот они получали эти растения. Я себе даже записала: пальма, чинара, ландыш, полынь, слива. И какие-то еще более экзотические. Лермонтов-то при чем? Вот они читали стихотворение Лермонтова, там, где они встречали название какого-то растения. Вот они выписывали эти стихи, то есть у них вот на этих листах было слева вверху вот это растение, там листочек или веточка или цветы. Здесь или стихотворение, если большой фрагмент стихотворения, или несколько стихотворений. Внизу у них была такая, аналитическая часть, когда-то фрагменты из научной литературы, когда-то собственные какие-то рассуждения, анализ о символическом значении данного растения в творчестве. То есть очень интересная, такая очень полезная для учащихся работа. Вот это проектные работы, так сказать, наверное, то, что хотелось бы. Или те же самые антропонимы в творчестве Булгакова, тоже был подобный, правда, это в разные годы было, подобный же альбом, тоже на больших листах, там они их даже обожгли, мы их спросили, что это значит, они там что-то там с... Декор. Да, с рукописями не горят, с этой мыслью, проассоциировали. У них были, там еще в члены рабочей группы были художники, они опять же вверху справа портрет, как они его видели, от этого героя, Азазелла или там Аннушки или еще кого-то. Здесь у них справа было символическое значение имени, где-то из словарей они находили материал, там потом какие-то высказывания разных авторов, опять же, о символическом значении имени. В общем, такие проектные работы, конечно, они как раз и вызывают наибольший интерес. То есть проектная часть, вторая часть, практическая часть, это, конечно, не презентация, которая повторяет содержание устного выступления. И теперь в целом я хотела бы сказать о том, что мы надеемся, что у нас в этом году будет. Правда, в этом году пока еще не было ни одной работы, но и в предыдущие годы они тоже так попозже начинают поступать.
Принимаем мы работы до 5 мая. В этом году мы решили, конференцию мы проводим 11 мая. Это суббота, поэтому мы решили, что удобно будет и иногородним, и нашим сыктывкарским учащимся и учителям. Ну вот вы уже поняли, что проект это может быть собственно проект или учебно-исследовательская работа. Две части могут быть представлены. Первое это или исследование, то есть это такая настоящая в собственном смысле исследование, первая теоретическая часть. Или если это проектная работа, это может быть какой-то рассказ там о том, как определялась проблема, об этапах решения проблемы. Вот. Ну и вот вторая часть – это проект. У нас две формы участия в проекте. Очная форма – это вот когда участники, неважно, это может быть вся группа, чаще всего все-таки у нас такие групповые проекты представляют, или индивидуальный проект, один участник может прийти, даже если проект групповой, вот, выступает с сообщением, с докладом, представляет проект. Или это может быть заочная форма, но только заочная форма участия в конкурсе, но только не для сыктывкарских школьников. Все-таки для сыктывкарских учащихся мы определили, что это обязательно только очная форма. Для всех остальных участников может быть заочная форма. Мои контактные данные вы сейчас увидите. Можно? А какова судьба дальнейших работ вот этих Так, всех? сейчас я скажу что-то еще. Вот я отвечаю за этот конкурс, поэтому мне вот на эту электронную почту Светлана Мигунова @yandex.ru все маленькими буквами, все без интервала. Можно писать, можете спрашивать, задавать любые вопросы, не стесняйтесь, на все я отвечу. Можно позвонить по телефону. Телефон тоже есть. Приносят учащиеся свои работы, правда, потом они их сразу забирают. Вот. Те работы, которые не забирают, они у нас так вот как-то лежат на кафедре. Вы их не публикуете, не собираетесь? Пока еще не публиковали. То есть сборники какие-нибудь? Пока нет, не делали, но если это получится, если, во всяком случае, это мысль хорошая, мысль интересная, и не знаю, то есть это надо будет опять смотреть содержание этих работ. Это понятно вот. уже. И я думаю, более что внимательно в полном виде это, то есть для статей, конечно, там материалов-то нет. Если это будет сам проект, там есть интересные работы. А учебно-исследовательские работы, и как раз они для публикации может быть, что-то и было. Вот я сейчас даже из того, что я речевой портрет, может быть, что-то. Если вы не будете публиковать, предположим, сами, то есть деньги, вопрос денег, да, мы могли бы после того, как вы откорректируете эти работы, рецензии, мы повесить у себя на портале «Открытое образование». Хорошо. Мы тоже так и думаем. Во-первых, это было бы более информативно для всех, потому что я не знаю, чтобы они видели, что, собственно, вы цените, как они должны выглядеть. Прошлогодние работы могу еще раз пересмотреть и связаться с вами, да? Да, может быть, и вкладку сделать на нашей странице, да, соответственно, потому что, во-первых, это было бы более информативно. Кроме того, это можно было бы считать как электронную публикацию для ребенка. Я думаю, что это для учащегося это было бы очень неплохо, да и для учителя тоже. Еще у меня такой вопрос. Скажите, вы не думали о том, чтобы ввести, допустим, разные номинации? Или они у вас есть? У нас номинации были, да. У нас, во-первых, я как раз хотела об этом сказать. У нас определяются места, диплом за первое, второе, третье место, и потом у нас были номинации. Там самая интересная работа, творческая работа, сейчас я это не вспомню, но есть у нас номинации. Значит, те, кто занимает первое, второе, третье места или там эти номинации, они получают дипломы. Все остальные участники получают сертификаты участников, это и очного, и заочного конкурса. Учителя получают благодарственные письма. Поэтому все это можно собирать для учащихся. Особенно это важно, потому что все это потом при поступлении они могут включить в портфолио, и там все это им пригодится при поступлении. В принципе, да, публикация на нашем портале,
читали это ребенка тоже этого учителя часть портфолио, да. как часть портфолио. Да, и можно еще такой вопрос. Как вот уже судя по тому опыту, который есть, вы считаете ли достаточно педагогическое сообщество предметно информировано об этом конкурсе? Вот я не знаю. Письма То есть приходят на почту. Приходят. всё-таки, Приходят. да? Вот. Что я хотела сказать, что в начале каждого сентября мы это не наша кафедра, а отдел Ветровой, как он точно называется, я сейчас не вспомню, отдел профориентации, если коротко сказать. Вот у нас есть такой университетский. Карьеры, по-моему. Да, что-то такое. Сразу пошли нам навстречу сотрудники этого отдела. Они принимают у нас информационное письмо и отправляют по всем школам. И не случайно с нами и вот средние специальные учебные заведения сотрудничают, потому что и по средним специальным учебным заведениям они рассылают. Единственное, почему потом, когда я встречаюсь, и члены нашей кафедры встречаются с какими-то своими знакомыми учителями, и те удивляются и говорят, что информации не получали, я думаю, что, наверное, все-таки вот на электронную почту школы приходит слишком много таких писем, и они просто там где-то тонут, Это и да. не доходят до учителя. Поэтому наш портал снова готов вам предоставить возможность прорекламировать, Спасибо. предупредить Хорошо. о том, что будет такой конкурс. Я сегодня же вам Мне- отправлю информацию эту. У меня есть информационное письмо, там все очень подробно Потому что рассказано. хороший очень опыт, и я думаю, что будет интересно педагогам, тем более, что если, например, мы будем публиковать, то есть будет понятно примерно, чем занимаются, что Да, оценивается, вот. Как сделать так, чтобы твой ученик достиг здесь успехов, получил диплом, получил какое-то место или в какой-то номинации отличился. Я думаю, что это очень важно и очень будет хорошо. Поэтому мне кажется, что здесь вот определенного рода вот нить, она тоже сотрудничество, она наметилась. Ну и вообще приходите чаще. Спасибо. Во-первых, вот то, что вы сегодня сказали, я думаю, было полезно всем. Во-первых, вы сказали, вот проблемы назвали. Да. Ну, например, то, что ребенок, может, написал работу, но представить ее устно, для него это второе уже умение коммуникативное, которым он, получается, не владеет. Кстати Умение говоря, я публичного сразу выступления, поняла, откуда конечно. же вот растут ноги у неумения студентов представить свою работу. Потому что Вот летом я это презентации, видела. да, потому что презентации, конечно, они не являются зачастую презентациями. Когда студент вывешивает презентацию, потом начинает потом её зачитывать, читает, как да. будто все неграмотные вокруг. Вот это вот я теперь поняла, что это просто порочная практика, о которой, наверное, нужно говорить, Ноги поднимать. ее ниоткуда, корни неизвестно откуда. Может быть, из школы прямо идут. Но получается, что в ВУЗе-то перед защитой диплома их не знакомят с требованиями к защите, к публичному выступлению. Знакомят их не только перед защитой, их знакомят уже на первом курсе, когда они выступают с первым своим рефератом, и когда они начинают, уткнувшись, читать, я им сразу говорю, что мы все в первом классе читать научились, а теперь давайте мы вот ваша работа, а вот вы посмотрите, пожалуйста, на нас, и коротко, пусть это будет в первый раз там в 3, в 5, в 10 предложениях, расскажите вот то, о чем вы прочитали. Вот, ну, И через 4 не года на ВК получается, мы к все равно сожалению. этого не Да, видим. я всегда говорю студентам, Не что получается. норма устной речи, научной и письменной речи – это разные нормы. И старайтесь овладевать именно этим. Нельзя говорить, как пишешь. Нельзя. Риторический идеал очень сильно изменился. Кстати, что я здесь хочу сказать, что многие участники вот этого нашего конкурса, ну, не все, опять же, ну, наверное, те вот, с которыми учителя работают, и тогда этим учителям огромное спасибо, не читают, даже если у них там презентация есть, и кто-то еще рядом из учащихся сидит, и вот, то есть, вот, не читают, а смотрят в зал и рассказывают. Ну, пусть, может быть, это несколько заочно, но все равно хорошо, что вот так вот учителя готовят, настраивают, чтобы все-таки Презентации общаться. грамотные, я в смысле норм литературных. Ну, в основном презентации, да, учителя вычитывают. Там скорее все-таки не эта ошибка, не этот недочет, не, вот, а все-таки к содержанию скорее, что если это
сообщение, то Оформление самой презентации. Нет, там как раз все нормально, потому что я думаю, что вот сам, так сказать, это же уровень радует. конкурса уже как-то вот Уже радует, что хотя бы презентации хорошо умеют с делать. детьми. Нет, здесь как раз все нормально. Вот, я думаю, что самое слабое место — это то, что материал скачивается без анализа, без Значит, обдумывания. надо бороться с этим. И я думаю, что нужно обязательно еще итоги конкурса вот так же рассматривать. То есть вот мы сейчас фактически дали вводную, поделились опытом. Когда конкурс пройдет, давайте также Да, соберемся, хорошо, и вы конечно. представите, и, может быть, что-то покажете. Покажу, да. Вот. Поэтому Могу это поделиться тоже- с таким опытом. У нас есть такие итоговые сочинения у 11-классников в качестве допуска к ЕГЭ. Так у них, прежде чем проверяется по 5 критериям, есть требование 1, требование 2. Требование 1 – это объем, и требование 2 – это самостоятельность. И если оно не самостоятельно, оно просто не проверяется. Рекомендую вам с проектами тоже так же. Может быть, конечно, это что-то научит, мы не потому что иногда проверяем, по-другому, что-то может быть, отправляем. нельзя. Другое дело, что вот очень хорошо то, что вы предложили, то есть вот чтобы общение было, потому что я что-то там у себя проверила, поняла, что это, поскольку я не литератор, все-таки больше проектов по литературе, гораздо больше, чем по русскому языку. Поэтому я отправляю нашим литераторам. Литераторы, вот, если подтверждают мое мнение о том, что это полностью скачано, я, конечно, очень вежливо пишу, тактично пишу учителю, что вот мы не можем принять вашу работу, ждем, может быть, еще, если вы успеете. Вот. Но остальные-то все этого не знают. Ну почему? Сейчас много у нас конкурсов. Вот «Я гражданин» сейчас будет, еще какие-то. И мы всегда проверяем на самостоятельность. Это теперь уже просто норма Первое, да, нашего первое, информационного века, правда? Да, и я могу сказать, что как член федерального жюри Всероссийского конкурса сочинений, что даже там иногда проскальзывает. Пройдя через сито, да, пройдя через муниципальное. сито, да, и ты понимаешь, может быть, что формально, может быть, это как-то проходит, но как специалист ты видишь вот эту перекличку с теми материалами интернета, которые использовались, так сказать, малотворчески, хотя пытались, вот, и с тем, что выносится на федеральный уровень. Вот, и это, конечно, очень большая беда. Светлана Степановна, Спасибо большое. спасибо вам да. большое. Приходите, мы Я вас думаю, да, зовем. мы вас Приходите. зовем, да, мы Да. вас ждем. И материалы тоже для размещения на нашем портале. Ждем от вас. Прошу вас. Так, сейчас мы будем вместе, да, обсуждать то, что нам нужно обсудить. Так, я снова верну презентацию к самому началу. Так, потому что мы изначально хотели вообще немножко выйти на проблемы, да, проектной деятельности. Сейчас мы просто посмотрели положительный опыт, да, вот, но теперь выйдем на проблемы, так сказать, вот этого нашего проектирования. Я даже когда слушала, что вот учебно-исследовательские проекты, вот это соединение учебно-исследовательской работы с проектом, уже для меня вот это немножко прозвучало как «Ежик и проволока» или как-то, или что-то. Ежа и ужа. Да, ежа и ужа, да. Предсказуемым Видимо, результатом. это от нужды какой-то, да, вот, видимо, так, потому что, видимо, все еще учителя, во-первых, не видят различия между исследовательской работой и проектной деятельностью, да, и отсюда вот и получается. Но здесь вот мы написали о другом, то есть псевдопроектирование, именно о том, что у нас чаще всего проект выполняется под строгим надзором от этапа к этапу, значит, сказать консультантом нет, просто педагог, который руководитель проекта. И получается так, что и вроде бы в школе и есть проектная деятельность, есть отчеты по ней. Эти проекты где-то опубликованы, возможно, получены за них какие-то награды, но дело в том, что не в этом суть вообще проектной деятельности, а в том, чтобы дети овладели этой проектной деятельностью. И вот я думаю, что вот эта проблема псевдопроектирования, она, к сожалению, есть и начиная с начальной школы, в основной и далее, потому что, я так думаю, даже вот в СГУ, если проекты приходят в таком виде, то они, значит, получается, те, кто прислали эти проекты, они посчитали, что это нормально. Мне вообще кажется, когда вот положительный опыт участия в проектной деятельности, он мотивирует участника, да, кто писал, защищал проект,
создавать новые проекты. Вот к нам ходят в библиотеку студенты, одни и те же. Вот мы уже знаем направление история, там, допустим, филология, положительный опыт в написании проекта мотивирует участвовать в этом дальше, создавать свои новые проекты. То есть это их не задание, это они сами, просто им интересно? Это интересно им. И я даже думаю, если что это задание, если все равно даже это это задание, интересно, да. значит, это задание правильно дано. Это правильно задание дано, да, и руководитель сумел вырастить в своем, подопечном, да, правильно и готовить проект, и защищать, и компоненты правильно выбирать. Иногда бывает об одном, о другом, о третьем, не вяжется это все в проект. Потом позже я скажу, что мы помогаем как раз когда к нам приходят. Получается, что он за идет не в материалом. Google за тем, чтобы написать свой проект, он идет в библиотеку, это уже вообще совершенно другого качества. Это уже высший пилотаж. У нас есть Сейчас, да. такие студенты, да, молодые люди, скажем так. Студенты вуза или техникумов тоже? Среди специальных тоже? Знаете, как среди техникумов есть, даже есть старшие классы гимназии. Отрадное явление? Да, Отрадное явление, это радует. То есть они с каталогами умеют работать, получается, да? И, извините меня, пишут ручкой? Да, Они копируют откуда-то, да? Во-первых, подбор литературы откладывают, лежит стопочка, приходят, работают с ней неоднократно просмотрели и все. Вот. А это не магистры ваши? Может быть, вполне, потому что магистратура... Откуда такой навык? Магистратура, это все-таки она уже предполагает определенную, я бы сказала так, научную зрелость, умение обращаться с научным материалом. Очень Поэтому радует. это очень хорошо. И как раз библиотека, наверное, она понимает, что здесь она играет очень важную роль. А у вас же Вот, собственная никак- библиотека есть? Или У нас? уже нету? Нет, у нас есть наша собственная Научная библиотека же есть? Научная библиотека есть, но дело в том, что научная библиотека вуза, она творческого студента по определению удовлетворить не может на все 100%. И не должна. Вот, потому что библиотека, она сориентирована в основном по направлениям обучения. И человек, который создает проект, он, как правило, создает проекты более широкого уровня, может быть, междисциплинарного. И вот здесь вот как раз национальная библиотека, которая обладает большими возможностями, чем вузовская, вот, она здесь может сыграть свою роль. Вот, я не могу сказать, что, например, меня полностью удовлетворяет национальная библиотека. Наоборот, я сталкиваюсь с тем, что мне этого недостаточно, но, простите, я уже давно не магистр. Вот, поэтому... Радует, что когда даже обращается и руководитель проекта со своим, скажем так, подопечным, да, вместе осуществляют подбор литературы. Бывают уже, это радует, что такое Скажи, насколько место. это часто? Насколько это часто? Я не скажу, что это прям Но это есть. априори, да, но единичные случаи, конечно, пока. А тенденция к увеличению есть? Мы к этому идем. Это Всеми не может быть. Это невозможно быть массово, да. Это не может иметь массовый характер. Это абсолютно правильно, что это достаточно узкий и тонкий слой. Потому что иначе нужно будет, вот если даже это станет массовым, нужно будет опять расти дальше. Ну, получается, все-таки вот эти студенты, да, они сами научены вот этой проектной деятельностью, и консультант действительно является только консультантом, но в школах, к сожалению, чаще всего пока идет имитация проектной деятельности, да, и может быть, это незаметно очень в вузе, может быть, это незаметно в библиотеке, но в школе это как раз заметно. Даже через конкурсные сочинения, ведь их, собственно, тоже можно назвать как проект, да? Вот мы видим некачественные работы, а значит, получается, что это, не то, что поощряется в школе, но как бы считается нормальным. Да, пропускается. Да, пропускается. И поэтому мы иногда смотрим и думаем, а как это могло вообще сюда попасть на конкурс? То есть где тот самый фильтр, который должен был остановить эти работы?
Ну хорошо, давайте тогда еще мы обратимся к следующей проблеме, которую вот не мой термин такой называется, унаучивание. Это когда собственно, научение проектной деятельности ребенка, да, то есть с внутреннего вот этого начала, акцент делается на внешний результат, чтобы прежде всего вот было что показать. То есть, собственно, сам вот этот продукт, и если он есть, то пути достижения вот этого проекта, что, собственно, было сделано самим ребенком, да, остается за кадром. Главное выиграть конкурс, получить сертификат, диплом для портфолио, что-то вот такое красивое. И вот здесь написано, что есть такое искусственное приукрашивание, терминология научная, которая просто выдает уши взрослого человека из этого проекта, потому что ребенок просто такой терминологии, такое понятийное поле у него еще просто отсутствует в голове. Так? И более того, его слушают его же сверстники, предположим, и они не понимают, а что, собственно, Вася нам тут в проекте сделал. И вот такие вещи... Сделал ли это Вася? И сделал ли это Вася? Или это папа доктор наук ему за 2 дня сделал вот этот проект. И вот получается, что это вот стало таким модным обязательно, чтобы были защищены эти проекты, чтобы это где-то в каких-то рамочках висели свидетельства о проектах, да. Но мы, получается, опять же, кого-то то ли самих себя обманываем, ну и дети получают какой-то тоже такой не очень хороший нравственный опыт, когда можно выдать чужую работу мамы, папы, там, старшего брата, да, за свою, получить награду, быть похваленным в школе, да, но при этом знать, что ты-то вообще-то палец о палец не ударил здесь. И вот такая проблема, скорее всего, тоже есть. Третья проблема – это то, что у нас проектная деятельность, пусть у нас там нет такой программы в августах, значит, начальной школы, но тем не менее проектные умения должны быть сформированы уже начальные, да, в начальной школе. И вот они здесь названы, что именно должны дети научиться в начальной школе. И если этого не будет, то в основной школе не будет базы, на чем, собственно, проектная деятельность уже вырастет. Ведь у нас в 9 классе, кстати, у нас вот следующий год, во всех школах России будет защита индивидуальных итоговых проектов детей. Они должны будут защитить, получить отметку, в аттестат она будет поставлена. Конечно, каждая школа должна будет сама решить, будет ли это публичная защита в виде праздника некоего, или такое скромное в классе, чтобы никто не видел, и вот что-то вот такое. Они сами, конечно, решат, но я так полагаю, что если в начальной школе база была заложена, то продолжено в 5, 6, 7, 8, 9, то вот это как раз триумф, праздник в 9 классе мог бы состояться. Но, к сожалению, как мы видим, у нас дети на уроках часто говорят, что можно я с проектом приду. И проектом они называют все, что угодно, только не проектом. То есть это просто презентация. Часто не самостоятельного характера. А если даже самостоятельного, то она сделана вот само по себе требование к работе в PowerPoint. Да, то есть один цветовая гамма, на этом все заканчивается, потом идет повтор одной и той же терминологии. И не только, это чисто даже внешне, когда все скачет, прыгает, то есть они вот и не научились вот эти фишечки, да, а то, что это мешает восприятию информации, содержания. То есть вот и никто этих детей не остановил и не сказал, что чтобы воспринимали вашу презентацию, да, достойно, ее надо делать в каких-то рамках, которые, кстати, обозначены в Гугле. Можно много найти требований к презентации, к защите ее. Характер незавершенности зачастую присутствует. Вот даже оцениваешь какие-то конкурсные работы, идея хорошая, да, есть проработанный материал, но он либо вот остановился в силу каких-то обстоятельств и нет развития, либо незавершенно, непонятно, какая была мотивация, да, вот почему остановился на этапе и не дошел до конечного результата. Очень жаль. Интересные, хорошие проекты остаются нереализованными до конца. У меня, например, вот десятиклассников, когда я беру, они, значит, проект, и, как вот уже прозвучало, приходят с презентацией и читают вслух, что там написано. Я говорю, я не понимаю, кто вам сказал, что это проект? Мы, говорит, на всех предметах
делаем так, и нам ставят хорошие отметки. Что вам не нравится? Я говорю, мне все не нравится, потому что это вообще не проект. И вот получается, что и стандарт уже дошел до 8 класса, да? И вроде бы столько информации по проектам, ну вот очень много, в Гугле много, книг всевозможных, сборников, то есть где учат, как и что. Такое ощущение, что вот как раньше ничего не было, так и не было сейчас, потому что никто, получается, не научается всему этому. Так, следующее, о чем я бы хотела спросить, вот обсудить, вернее, да, вот даже сегодня уже хотела Светлану Степановну тоже спросить. Вот у нас в примерно основной образовательной программе основной школы, значит, в пункте 2.1.5 написано, что среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить следующие. Вот как филолог, спрашиваю почти филолога-библиотекаря, У меня образование филологическое. тем более вообще вот наш человек. 15 лет Да. в гимназии. Вот так как что- вы относитесь к такой форме представления проектной деятельности, как эссе, рассказы, стихи, рисунки, игры? Ну ладно, давайте вот игры. Вот у меня учителя на курсах спрашивают, как это эссе, ну то есть сочинение, может быть проектом. Потому что мы на курсах учим, что проект, он с пустого места не берется. Как там звучало? Антропонимы, где там? У Булгакова? Да. Вот скажите, пожалуйста, а вот какая проблемная ситуация была, породившая интерес к антропониму? То есть мы учим учителей, что проект, он просто так не делается. Должна быть некая проблемная ситуация. Да? Дальше обозначается проблема, цель, а результатом ее может быть или продукт, что-то, фильм, сценарий, там, я не знаю, концерт, или предлагаемое решение проблемы. И я, конечно, вот иногда думаю, чья была эта тема, чья это была задумка, самого педагога поинтересоваться этими антропонимами, или это у ребенка, ну какая проблемная ситуация была, породившая интерес к этой теме. Дело в том, что в любом художественном произведении система номинаций, вот, ономастическая система, она всегда тоже несет с собой глубинный смысл. Поэтому, если, например, героиню зовут Маша, ее не зовут не просто так. Вот. И, допустим, в том же Евгении Онегине Татьяна, это ведь не просто так, ее Ольгой звать было нельзя. Это скорее исследование. Я бы сказала, Да. что это исследование. Нет, это понятно, что это исследование, но дело в том, что каждое исследование, оно базируется на гипотезе. Да, на каком-то интересе. Да, то есть все равно человек должен выявить эту проблему. И зачастую суть проекта заключается в том, чтобы эту проблемную ситуацию найти, нащупать. Вот. Но дело в том, что она должна быть нащупана, может быть, с помощью того же учителя она должна быть. И вот эти формы представления проектов, они имеют право на существование только при каких-то определенных условиях. То есть не всякое эссе, не всякая игра. Вот. И поэтому, Стихотворение, да, рисунок стать продуктом Да. проекта. вот, и стихотворение, и рисунок, то есть должна быть определенная работа проделана. Я не знаю, Вот для какая того, чтобы проблемная это- ситуация могла бы породить вот это как продукт. Вот. Поэтому вот мне кажется, что с одной стороны это написано, и вот очень грустно, что вот так написано в примерной основной образовательной программе, вот, без всяких оговорок. Да. То есть я Вот. понимаю, Потому что, например, да, создание потому что- веб-сайта, я понимаю, Да, да. потому что, например, тот же самый ученик и вообще и учитель тот же самый, он будет смотреть на этот документ нормативный, и к нему прилагаются те же самые требования, что написано, то написано. Вот, интерпретация может быть разной, и не каждый учитель может, и не каждый ученик, тем более, вот, может увидеть вот эту форму представления именно как результат проектной Да. деятельности. Они скажут, что мы, если написали Да, всем классом это- сочинение, значит, мы все приобрели Да. навык проектной деятельности. Да. Вот поэтому это, конечно, на самом деле это очень большая проблема. И если честно, вот мне, например, кажется, что создатели ПОП тут, простите, поторопились. Они могут сказать, что
я не знаю точно, как там написано, среди возможных форм, да, среди возможных форм, да, наверное, среди возможных форм, да, но тогда при условии, чтобы эти формы, они отвечали критериям проектной деятельности. Вот когда они будут отвечать, вот тогда можно в этой форме представить. Потому что действительно не каждое произведение, не каждая, так сказать, форма, это может быть безоговорочно признано. Точно так же, из как не перечисленных что-то может быть, да? Да. Составляющей Учителя, проекта. как филологи, Да, но они как раз вот они большинство- говорят, это не, а вот это, говорит, как? Вот как Вот. это? И еще может быть как, когда результат проекта представляет собой, ну я сейчас скажу очень упрощенно, комплекс форм реализации. То есть не только игра, но еще и что-то там, то-то, 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 то. И все это вместе представляет собой какой-то продукт, то есть проектной деятельности. Вот тогда может быть. Вот. Но дело в том, что я говорю, это написано так, что это может быть, может пониматься очень прямо, очень поверхностно. И, собственно говоря, разрушать вот тот творческий потенциал, который может быть у ребенка изначально существует, вместо того, чтобы его развивать. Ну, приведу другой пример. Скажем, учителя-технологи связали рукавичку. Проект рукавичка. То, что раньше называлось поделка, там шишки в лесу, теперь проект шишки. Вот в том-то все и дело, что очень широкое понимание, я бы сказала так, абсолютно не критичное понимание. Мне кажется, вот это мое личное мнение, что вот это поветрие, все буквально Называть проектом, оно пройдет. Оно пройдет, это все отстоится, это определенного рода пена, которая вот сейчас поднимается, потому что мы зачастую сами, вроде взрослые люди, не понимаем, почему это действительно называется проектом рукавичкой. Потому что может быть рукавичка проектом, но она должна быть действительно в себе что-то. И решением такое какой проблемы содержать. она явилась. Да. Может быть, это не просто рукавичка, а рукавичка, которая удовлетворяет, решает определенную проблему. Какую интересно. А всякую может быть. Ну, например, это может быть рукавичка, обладающая какими-то особыми свойствами, которые позволяют человеку, работающему на севере, переносить низкие температуры. Ну вот я говорю, значит, это особенная какая-то рукавичка. Да. Замысел должен быть Да, в вот ней это какой-то, все, да? да. Просто то, что связали, связали и замечательно. Картошку сварили дома, это что, тоже проект по варке картошки. Вот. Или пожарки ее, там чипсы какие-то особые, да, вот это вот. Поэтому нет, но мне кажется, что это немножко должно отстояться. Вот. Значит, Наталья Станиславовна, здесь опять же у нас с этой проектной исследовательской деятельностью пока будет много пены, много чего-то непонятного, но когда-то это выкристаллизуется, да, и у учителей прежде всего, потом у детей. Наша задача этому содействовать, способствовать. Потому что учитель должен, прежде чем давать ребенку проект или называть что-то проектом, он должен себе ответить на некоторые вопросы. Вот если он себе может на эти вопросы ответить, значит, он никакого псевдопроекта не даст. Вот. Значит, он при этом объяснит. Поэтому, наверное, может быть, нужно, чтобы был какой-то алгоритм проектирования, который соответствует уровню развития ребенка. Я думаю, таких алгоритмов-то полно и для началки, и для основной школы. Да, полно. да, и вот именно вот таким вот образом. И начнем с того, что и учитель должен им прежде всего владеть хорошо. Очень часто упрощается алгоритм, используют ключевые 3 каких-то момента. Да. Вот все это может быть на каком-то из этапов, Да, да, может быть. чтобы проект был полностью реализован, где-то может уместно через игру, да, там к окончательной точке, да, прийти и так далее, чтобы проект То есть реализован был. может быть по-всякому. Просто должна быть проделана определенная, очень серьезная интеллектуальная работа. И прежде всего педагогам. И тогда вот у нас будет не псевдопроект, когда ребенок там, который написал четверостишие, будет говорить, что он проект создал. Вот, а все-таки это будет работа, которая будет удовлетворять требованиям проектирования. Дело в том, что вы понимаете, что у нас ведь вот, внутренняя система оценки качества школы, да, она должна прежде всего вот, как минимум, если в основной школе, с 5 по 8 класс, она должна просто вот зафиксировать, что каждый ребенок получил опыт проектной деятельности. Ежегодный причем, да, то есть каждый год
он должен или не в индивидуальном, парном, групповом, любого характера, информационном, социальном проекте каком-то должен был поучаствовать. И к 9 году, то есть 9 классу, да, он теперь уже способен выйти индивидуально. Он овладел вот всеми этапами проектной деятельности. Но дело в том, что, вот видите, и казалось бы, все это прописано, какие-то есть отчеты. У меня такое стойкое ощущение, что это все какая-то, опять же, имитация пока проектной деятельности. Хотелось бы, чтобы меня разуверили. И, к сожалению, сегодня у нас 2 гостя должны были прийти, которые как раз могли бы меня в этом разуверить. Из 12-й школы, из гимназии, которые хотели поделиться опытом как раз-таки проектной деятельности в рамках школ учеников. Но, к сожалению, они сегодня не могли. Но я думаю, что мы как-нибудь их вытащим. Все-таки, чтобы они рассказали, как они мотивируют детей, так, и как они их обучают проектной деятельности. Ну, на сегодня, может быть, о проектах мы тогда завершим, хотя я хотела вот проблем, чтобы еще увидели те, кто нас слушают или будет слушать, о том, какие проблемы еще есть связаны с проектами. Здесь они написаны. Дело в том, что действительно уговорить детей участвовать в проектах достаточно сложно. Вы сами только что сказали о недостаточной готовности учителя, да, к систематической этой проектной деятельности. Далее, это слабая материально-техническая база, потому что, например, для эксперимента, естественно, научные, да, какие-то, вот как раз то, что больше всего детей интересует. Вот здесь бы проекты расцвели бы, да, но, к сожалению, нет возможностей, чтобы они могли остаться после уроков, потому что там 2 смены в школе, да, где они могли бы, собственно, вот, заняться этой экспериментальной деятельностью. Ну и, конечно же, загруженность учащимися, предметов много, и на других предметах тоже требуют проекты. И вот у меня такое ощущение, что вот теперь, вот если слово «проект» где-то не прозвучит, что это будет какой-то такой большой минус и в деятельности учителя, и классного руководителя, и минус в большой школе. И поэтому, конечно, бы не хотелось, чтобы проекты стали, вот как-то сказать, нечто таким навязываемым. И из-за этого, от того, что оно вот навязываемо, чтобы они не потеряли как раз вот то здравое, рациональное зерно, что именно проектная деятельность помогает решать проблемы, чтобы вот это было не утрачен посыл. Ведь проектная деятельность нам нужна в жизни просто-напросто. То есть это не для того, чтобы восхитить кого-то, а она просто жизненно необходимое, значит, умение и навык, который нужен для всех детей. Ну, теперь давайте мы к нашей гости обратимся. Да, на прошлом выступлении нашем, встрече с библиотекарями, мы приходили с Натальей Станиславовной, значит, мы обратились за помощью, потому что у нас филологи, учителя и начальной, и основной школы, скоро и старшей школы, ну, просто плачут. Значит, почему? Потому что им дали только планируемые результаты, примерную программу, так, родного причем языка, по литературе нет, и оставили наедине с проблемами одних. Мы выпустили методические рекомендации вот летом, да, мы консультируем этих педагогов. Но дело в том, что учителя немножко отстали от современной подростковой литературы. И поскольку вы непосредственно связаны с этой литературой, мы тогда сказали, что дайте нам, пожалуйста, вот тропиночку, выстроите нам среди этой современной литературы, по которой мог бы учитель, филолог пройти вместе с детьми. Понятно, что 1 час в неделю. Это, значит, получается 34 часа всего в год. То есть здесь много произведений не получится рассмотреть, полностью прочитать, тем более будет сложно. Но, может быть, вот произведение, так, у него какая-то самая вкусная глава какая-то, какой-то эпизод, да. Главное детей заинтересовать, а потом, чтобы он пришел к вам в библиотеку и эту книгу прочитал. Вот что бы вы могли посоветовать нашим учителям-филологам? Я бы еще хотела добавить, прежде чем дать Ирине Семеновне слово, потому что как раз вот эта связка учитель-предметник, учитель-словесник и библиотекарь, она является очень важной, потому что сейчас зачастую учитель-словесник, он, может быть, не обладает, так сказать, вот тем потенциалом, которым обладает библиотекарь. Библиотекарь живет в мире книг, он знает, что у него есть, что стоит на полках,
в каких экземплярах, что берется, что не берется, что интересно для читателя, что неинтересно. Вы разговариваете с детьми? Да, он разговаривает с детьми. И вот эта вот ориентация для учителя, она является очень важна. Поэтому вот предоставляем слово Ирине Семеновне Елисеевой, ведущий библиотекарь Национальной библиотеки, да? Да, Да, и вот мы как раз тоже, еще раз хочу я сказать, что фактически все вопросы, которые мы сегодня рассматриваем, они все равно представляют собой вот такую сквозную тематику, которая обязательно будет еще продолжаться. И поэтому мы сейчас вот хотим попросить одного из представителей Национальной библиотеки сориентировать педагогов по подростковой литературе. Спасибо огромное. Добрый день. Я приветствую всех, кто сегодня нас слушает. И вы меня сориентировали. Я перестроила то, о чем я хотела сказать. Национальная библиотека Республики Коми, и это очень рада, это стала площадкой для проведения семинаров для специалистов, учителей, преподающих русский язык и литературу, также курсов повышения квалификации у нас проходит. И составляется достаточно такая интересная программа. И выступая перед специалистами, очень часто, во-первых, что мы предоставляем? Мы знакомим со всем возможным ресурсом, который есть в Национальной библиотеке. Опять перебью. Почему мы не знаем? Совместно с КРИО. Вот это такой опыт достаточно... Скажем, для филологов. Вы для филологов, да, проводим. И на сайте КРИО есть приглашение участвовать на таких семинарах. Составляется программа, расписан каждый час. В общем, учим искать в электронных каталогах Национальной библиотеки, знакомим с фондами, с полнотекстовыми ресурсами. Специалисты приходят на этот семинар или же курсы повышения квалификации, да, рассказывают, представляют научно-методическую литературу в помощь педагогу, вплоть до того, как подготовить по ФГО портфолио, что в помощь руководителю методического объединения. Очень-очень большой спектр. Я сегодня не принесла, можно бы было показать, мы всегда выносим, знакомим с самыми последними публикациями в периодических изданиях, потому что считаем, что в периодических изданиях филологам, да, быстрее дойдет та или иная статья, тот или иной, пусть даже конспект урока и так далее. И вот именно когда мы готовили вот эту презентацию «Современная художественная литература для подростков и юношества», по отзывам, по карте обратной связи, мы как раз поняли, что если еще понятно, что рабочие программы, преподавание классиков и так далее, это все расписано, апробировано, много дополнительных там дидактических материалов, методических, поурочных конспектов и так далее. Все, что касается современной художественной литературы, вот эта презентация, в ней собрана информация примерно о 50 произведений и примерно о 30 авторов, которые сегодня рекомендованы, пишут. Да, рекомендованы кем? Рекомендованы специалистами, во-первых, все, что это комиссии, литературные критики, учительские экспертные советы. То есть не так, что, вот, знаете, мне понравилось, я читаю, я рекламирую. Ни в коем случае. Да? Это различные методические пособия, там можно предоставить, которые рекомендуют, что читать у современных авторов. И вы знаете, какие бывают отзывы в конце? «Спасибо, не слышал, не знал». И так далее, и так далее. Да? Понятно, что загруженность, масса того, все, что сейчас, да, какую работу выполняет преподаватель русского языка и литературы, это колоссальнейший труд. И вот эта презентация у нас еще, знаете, помогла. Мы проводили конкурс буктрейлеров. Прослушав, педагоги и дети выбрали для себя то произведение, по которому они готовили
трейлер. Приняло участие 35 человек, 8 дошло до финала. То есть вы эту презентацию нам дадите разместить на портале? Обязательно. Сегодня у меня с собой нет, потому что я обязательно вам ее в полном объеме предоставлю. На этой презентации содержится информация об авторе, об основной теме, об основной проблеме, о героях. Кратко как-то мотивируется заинтересованность к прочтению, чтобы преподаватель даже, пусть это будет внеклассный час, расскажет своим ученикам, что почитать, и тем самым на примере одного произведения современная художественная проза на уроках литературы. Естественно, да, что мы не можем конкретно вот сегодня сказать так, так и так, да, столько-то часов на такого-то автора и так далее. Да. Библиотека немножко другую роль. И вот примерно 7 класс Эдуард Веркин, Герда Чап, Друг Апрель мотивируется. Это все зависит на выбор учителя, да, насколько класс подготовлен, насколько программа, там Курдюмова, Коровина, Беленький, Кутузов, потому что тематическая. Это да? не имеет значения. Для родной литературы они не имеют отношения к учебникам. Мы учителям рекомендуем создать как раз самим. Некоторые любят, знаете, как привязывать. Вот я прохожу сейчас произведения, там, ну, допустим, военной направленности, военная проза, ну, я условно так называю. И мне удобно, да, вот по Курдюмовой в 8 классе читать у Веркина «Облачный полк». А вот если я работаю по программе Беленького, то это, например, некоторые вот, когда работаешь с программой рабочей, да, ты можешь структурировать, когда тебе лучше, да, выбрать то или иное произведение. Ну, например, вот писатели Жвалевский и Пастернак современные, которые пишут, они рекомендуют вот Веркина читать в 9, 10, 11 классе. Педагоги, которые непосредственно работают с детьми, придерживаются вот такого. Тоже опрашиваем. Ну, скажем, вот я этого автора даже не слышала, да? Как я могу узнать, в какой теме я могу, когда его, где я могу? Вот у вас написано 7, 8, 9. Ну, мне нужна тема, сейчас, проблема. минуточку. И вот в той презентации было представлено автор о чем. Например, Герда. В общем, это история взросления, история выбора. Семья, в один миг все меняется после того, как в их доме появляется Герда. Кто это? Да? Это собака, которую подбирают взрослых, 2 брат и сестра, приводят в дом, и через какое-то время оказывается, что эта собака натаскана убивать. И вот можно ли, да, а животное уже у тебя живет, в общем, выбор приходится делать всем. Родителям, детям. И не всегда жизнь – это праздник. Я недавно ходила на встречу с критиком из Москвы в библиотеку Маршака, и она сказала такую фразу, что, сейчас помню фамилию, все, что читают подростки, ни в коем случае это не должны быть книги хэппи-энд. Вот именно проблематика, да. Не всегда то, что читают подростки, обязательно хэппи-энд. Детей также нужно постепенно приобщать к тому, что с теми проблемами, с которыми они сталкиваются, да, как самостоятельно на примере литературного, да, там, героя современного и так далее, описанного в истории, узнавать себя, справляться с теми или иными. Ну, с этим можно соглашаться, можно нет. Я не говорю, что да, именно так и надо. Только рекомендации. Все зависит от того, что... Не могу не вспомнить историю личную своей жизни преподавательской. Это когда я читала с детьми «Парадокс» Корленковский. И на перемене еще урок не успел только закончиться, прибежал родитель, который сказал, что как вы посмели такое произведение с детьми читать про какого-то урода без рук. Мой ребенок не должен вообще как бы вот такие вещи знать. Я не хочу, я не для того его в гимназию отдал, чтобы вот вы с ним, моя девочка расстроилась, сказал он, а я не хочу, чтобы она расстраивалась. И теперь вы говорите, что собака, это что будет там? Или так и останется многоточие? Нет, придется это делать выбор. Придется. Также отправить из дома, да. То есть это будет не хэппи-энд? Нет.
Какой класс вы рекомендуете, Герда? 7-8. 7-8. Не именно не я, а вот специалисты, скажем так, эксперты по чтению. Друг Апрель, тоже 7-8 класс. Здесь о том, как непросто вот одинок подросток. И что делать, когда ты живешь на небольшом поселке, на железнодорожном переходе, и все у тебя дома, да, никаких особо радостей, и ты ходишь на этот железнодорожный переезд, встречаешь, провожаешь поезда, и заботы, проблемы, пьющие, допустим, родители, масса всего. Интересно читать в каком плане. Ты узнаешь сегодняшнюю действительность, и не у всех это так. И вот основная мысль этого произведения, что человеку нужен человек. И в судьбе главного героя появляется девочка, которая приезжает отдыхать в этот поселок к бабушке, и вот его сближение, его мир сразу наполняется. Ну, в общем, наверное, это очень близко подросткам, они это переживают. Я не хочу сейчас как-то... что уже хэппи-энд, но я хочу сказать, что книга должна порождать желание жить. Да. Желание жить, желание к чему-то стремиться, желание расти, а вот преодолевать. Мерзости, я боюсь, у детей-то... Там нету такого, да? Нет, это не чернуха у Веркина. Дальше «Кусатель ворон». Вот здесь сопоставляется, знаете, как одаренная молодежь выигрывает право путешествия по Золотому кольцу. И собираются российские школьники и заслужившие такое же путешествие школьники из Германии. И вот как только они оказываются в одном месте, в одном автобусе и отправляются в это путешествие, начинается вот такой, знаете, открывается лицо каждого, каждый проявляет себя. Мы понимаем, что... Культурная коммуникация. Да. Российские школьники поехали далеко не потому, что одаренные, а по связям, папа, мама и так далее. А вот представители, допустим, действительно... Мне самой захотелось прочитать эти произведения. Я сегодня очень быстро и коротко, поподробнее рассказать. Вот интересно бы было, если бы это было прочитано. Мы даже с кем-то из филологов, кто был на презентациях, обмениваемся. Я чувствую, нам придется прочитать и обсудить это. Дальше. Через 100 лет. Вот здесь тоже, сюжет происходит в далеком будущем. Это я специально вот выбрала. У Веркина очень разное. Там приключения, страшилки, фэнтези, еще там и так далее. Его читают. Вот смотрите, если он начал писать примерно в 2000 году, начиная там, можно сказать, что на нем уже выросло поколение. Сколько этим детям, уже это взрослые люди, которые, будучи взрослыми, продолжают его читать. И уже идут споры. Для детей и подростков он пишет, для подростков или для взрослых в том числе. В общем, об этом можно говорить очень долго. Опять путешествие в будущем, как сейчас же модно, Брэдбери когда-то писал, как нужно останавливать все то, уничтожение книг, уничтожение культуры и так далее. Так и здесь. Что делают группа подростков, чтобы не исчезло присущее истинные качества, чувства человеку. Примерно так кратко рассказала. На этом останавливаться не буду. Я это не читала, это из нового. То есть плодовитый писатель. Плодовитый. Сколько ему лет? И 75-го года рождения. Облачный. Сегодня писать о войне вообще непросто, а писать для подростков это крайне сложно на такую тему. И сегодня модно совсем другое. И вот именно эта книга была отмечена подростками на конкурсе «Книга.ру». Это конкурс, он проводится для детей 10-16 лет. Там выставляются на голосование определенные произведения, которые допущены до этого конкурса. И вот именно эта книга стала победителем. И многие говорят, что Веркина открыли для себя после прочтения именно «Облачного полка». И я на слайде оставила все то, что поможет педагогу, если он задумает это произведение взять для прочтения и анализа со своим классом, почему бы не провести исследование, кто прочитал, и какие впечатления остались, допустим.
Здесь описываются события Великой Отечественной войны, о событиях 1942-1943 года. Сейчас я дальше вы посмотрите, о чем хотела сказать. Очень важно, что об этом пишет не живой участник этих событий, их меньше, и практически не остается, да, живых свидетелей этих событий. Показано человеком 21 века. Веркин в своих статьях интересных рассказывает, почему он об этом захотел написать. Это информация о самом. Во-первых, он у нас земляк, родился, вырос в Иркутске. Да. Наталья Станиславовна. На историческом, юридическом. Потом вернулся в Иркуту, преподавал дисциплины обществоведческого цикла. Но живет не здесь. Нет, уже не здесь. Давно не здесь живет. Переезжал несколько раз в города России, в средней полосе. И в 2003 году ему порекомендовали, да, ну это Союз писателей в Иркутске. То есть это еще и наш. Да. Это очень важно. Сейчас он обладатель известных престижных премий. Я вот не вынесла на слайд, но у меня есть информация подробная в другой презентации. Сегодня пришла. Далее, что можно предложить? Вот эта книга, так она выглядит. Естественно, ее можно взять в библиотеке. Это тоже я взяла у Веркина. У Веркина не все я принесла, но имейте в виду, что в наличии это есть, можно почитать. Далее. Немного, потому что шрифт полуторный интервал. Немного. То есть это не долгое чтение. Да, Многообразные все формы работы, которые филолог может реализовывать у себя на уроке, здесь можно найти, работая с текстом. Ну, во-первых, можно информацию об авторе попросить, чтобы собрали дети, да, а не самому педагогу рассказывать о Веркине. Есть. Это можно из вступительных статей, ну, чтобы не просто открыл интернет, взял и прочитал, это же самое примитивное, да. Это все на уровне, допустим, того, что я сделала. Впечатление о книге. Ведь о современной литературе нужно говорить так, чтобы ее хотелось читать, чтобы читающий подросток формировал для себя список тех произведений, которые он хотел бы читать, писателей, которые бы читал, впечатление о книге, что понравилось в тексте, в книге, что не понравилось. Я говорю только относительно этого произведения. Действительно, вы в конце убедитесь, что захватывающий сюжет, замечательный язык, но в том плане, что там нет вот то, что засоряет русский язык, скажем так. Поднимаются различные проблемы, и проблема предательства, и человек, ну, в общем, на слайде это перечисляется. Что не понравилось? Это, естественно, можно менять и дополнять и так далее. Вопросы репродуктивного, продуктивного характера. Ну, во-первых, какие формы работы? Беседа по содержанию, работа с текстом, развитие навыков выразительного чтения, развитие монологической речи, анализ эпизода. Очень важно обратить внимание на особенности композиции. Вот здесь опять нарушение хронологии, настоящее время, военное, послевоенное. Интересно ведь читать не просто вот такое повествование, где все ясно, четко и понятно. Вот это уже вырабатывает некий читательский вкус, предпочтение. Потом не хочется читать такую повседневную, досуговую, развлекательную литературу. Дальше. Мы начинаем по ходу текста, какой вопрос становится переходом от настоящего к прошлому. Когда вдруг вместе с героем мы обратимся к прошлому. Начинается произведение с того, что на лето правнук приезжает к прадеду и где-то, ну не где-то, а в доме на чердаке, перебирая старые вещи, правнук задает вопросы. А чего, а что, откуда, и завязывается диалог. То поколение не любило рассказывать, как бы вот, как сказать, молчать и рассказывать об этом не всегда легко в силу разных обстоятельств. И прадед постепенно начинает рассказывать. Дальше. Как можно объяснить высказывание «война – это болезнь»? Сразу
ответим, работая с текстом, словами главного героя. Как вы понимаете фразу? Исходит из того, что книга будет полностью прочитана. Да, Это можно поделить на часы, можно предоставить заранее вопросы, да, и, допустим, читая, находить А вы ответы. можете Да? сказать, вот что самое интересное, какая глава? То Какая есть то, вот, с чем я могу сказать, что ведь я хочу вас познакомить с книгой и в течение урока прочитать одну главу, один эпизод, Вы знаете, который станет затравкой для того, чтобы они захотели ее прочитать. Художественное чтение фрагмента. Интересно почитать. Для меня было очень интересно, когда я начала читать письма, которые находят у убитого в сумке, письма детей. Потом очень интересный эпизод засвечивания пленки. Всплывает легенда. Сейчас, минутку. И, в общем, мы читаем текст. Это стало интересно, когда вдруг ты понимаешь, что главный герой описываемых событий, один из главных, это реально существующий человек Леонид Голиков. Которого раньше знали все, и которого сейчас не знает никто. Да. Когда-то это имя знали все дети нашей страны. И можно сразу порекомендовать почитать о пионерах, о их роли в Великой Отечественной войне. Сразу предоставится список. Вдруг кто-то заинтересуется, да? Можно дать индивидуальное сообщение. Это тоже мотивация к какому-то прочтению. Ведь не обязательно, да, прочитать от корки до корки произведения. Можно какие-то маячки. И сейчас я вам расскажу. Дальше. Примерные темы информационных проектов. Ну, конечно, это очень громко звучит. Да? Допустим, может ли это исследование, скорее всего, да, пионер-герой стать героем нашего времени? Ведь можно об этом подумать, порассуждать. Ну, исследования, да? Проекты, темы сочинений. Нет, да, может быть, я неправильно это называю, не туда отнесла, да, можно просто как задание для... Ну, это информационный проект могло бы послужить, например, сбор информации об авторе, вот этом Эдуарде Веркине, да? Да, вот или же о пионерах, героях. Да? И вот он собрал фотографии, какие смог найти, да? Может быть, позвонил ему, записал его интервью на телефон, звуковой файл привесил. То есть тут проект можно было бы сделать. Да, информационный. Я никоим образом не утверждаю, потому что действительно каждый строит свой урок в зависимости, ну, понимаете, да, ну, и, в общем, примерно, да. Ну, спасибо, вы для меня открыли сегодня нового автора. И я, в качестве, говоря, как вариант домашнего задания, да, допустим, это я в помощь педагогу, потому что... Что такое буктрейлер? Буктрейлер – это визуальная реклама книги, когда сейчас же все, как говорят, клиповое мышление, дети пользуются также техническими средствами, да. А также зачем столько заимствованных слов? Вот. Буктрейлер – это видео, презентация книги, да, самое основное, есть положение, да, в общем, можно, у нас есть, я могла бы тоже вам скинуть, вы бы посмотрели, что из этого получается, понравится ли вам такая реклама. Вот, буктрейлер может быть показан, если он качественный, содержательный. Смотрите, 8-классник подготовил буктрейлер. И, может быть, ровеснику проще своего сверстника, ровесника заинтересовать. Именно вот не я буду рассказывать, да, ученику, как важно и полезно почитать эту книгу. Увидеть совсем другие вещи интересными. Не то, что учитель. Возможно, да, возможно. Потому что у нас вот был конкурс буктрейлеров, мы сидели в комиссии, в жюри, и разных специалистов приглашали, конечно. Какие еще авторы есть? Или на сегодня все? На сегодня это отзывы. Ну, допустим, что можно прочитать в интернете, что можно посмотреть в этом списке конкурса «Книгу.ру», ссылочки посмотреть, да. Может быть, мне сегодня было уместнее прийти с той презентацией, которые... Нет, сегодня вполне достаточно. Во-первых, вы дали нам 5-й на 7-й
8 класс уже 7-9. да, 7-9. несколько книг, с которых уже учитель может начать. Во-первых, познакомиться с автором. Я уверена, что не только я такая невежественная, есть и другие. Поэтому, Наталья Стасановна, вы торопитесь уже, да? Как внеклассное чтение, допустим. Вот. И поэтому Я вы очень уже кратко. дали, вы не пришли просто так, вы уже дали. Вот с этого уже можно начинать. И своим учителям-филологам, которые как раз по родной области, значит, работают по родной русской литературе, я думаю, может быть, они в следующий год включат эти книги в свои программы. У нас как раз Может, что-то 7 класс будет полезным вот с этой презентации? Конечно. Поэтому вот я и говорю, вы мне эту презентацию, потом, о которой вы сейчас упоминали несколько раз, ту презентацию, Хорошо. и я их расположу на нашем портале. Хорошо? Та презентация так и называется «Современная художественная литература. Авторы рекомендаций к прочтению». Но Ну, еще интересно то, что писатель связан с нами, Да, с нашим это очень важно. Русскоязычный писатель Республики Коми. Писатель, да, Да, это вообще прямо открытие для меня. да. Это очень важно. Спасибо вам большое. Спасибо. Вы прямо так удачно прямо вот там нашли автора, честное слово. Спасибо вам может большое. быть, как-то внеклассное чтение, да? Тоже Внеклассное. рекомендательный список на лето, да? Скажем так. И это возможно. Но я думаю, что нам сейчас нужно прежде всего литература для родной русской литературы, чтобы они все-таки читали то, что интересно чтобы детям. там нашли тексты соответствующие. Поэтому Ну что ж, большое вам спасибо. спасибо. Спасибо вам большое. Так, давайте тогда к итоговым сочинениям я обращусь. Тогда, может быть, я тогда у вас прямо отсюда ее и возьму потом. Хорошо? Спасибо. И размещу на портале. Хорошо. Мгм. Так, кратко вернемся, потому что у нас уже мы долго, получается. Так, вот, пожалуйста, перед вами, коллеги, результаты перепроверки итоговых сочинений, написанных в декабре 2018 года учащимися 11 классов. Значит, Министерство образования нам выслало 98 работ из 12 школ республики. Значит, что было примечательного в той таблице, которую мы увидели? Все эти работы были оценены по всем 5 критериям плюсами. То есть получается, что ни по одному из критериев учитель не поставил минус. Эта работа пишется, как мы известно знаем, на зачет. Таким образом, получается, что все 98 работ получили 490 баллов, скажем так, да? Теперь посмотрите, какие результаты. Проверяли 10 филологов. То есть, одному 8 досталось работ. И вот посмотрите, по критерию номер 1 из 98 работ подтвердилось 97. Значит, по первому критерию не зачет. Как вы знаете, по правилам проверки итоговых сочинений, что если по критерию номер 1 или номер 2 ребенок получает незачет, то его работа далее не читается, она не засчитывается, и он должен будет переписывать это итоговое сочинение. По критерию номер 2, значит, у нас из 98 подтвердились 94, то есть 4 незачета. По критерию номер 3 композиция, логика рассуждения подтвердились только 84 зачетов, 14 незачетов. По критерию номер 4 качество письменной речи 3 всего лишь незачета, это очень хороший результат. И критерий грамотность из 98 4 незачета, это тоже неплохой результат, хотя там у нас очень-очень такая лояльная проверка, скажем так. Вот. Таким образом, получается, что из 98 работ, то есть 98 обучающихся нашей школы республики, 11-классников, выпускников, 4 обучающихся из 3 школ республики, я не называю, из каких именно школ, не получили зачеты за итоговое сочинение по критерию номер 1, то есть соответствие теме, и критерию номер 2, то есть аргументация. Значит, поскольку попросили написать письменно,
почему именно вот эти 4 обучающихся не получили зачеты, что именно не так с их критериями номер 1, номер 2. Я так думаю, что мы это напишем. Я так думаю, что это будет опубликовано. И если позволят, то я тоже на портале размещу вот этот анализ. Поскольку сканы этих работ у меня есть, я могу вырезать без указания фамилий, школ, только для такой учебной деятельности. Да? Вот, и поэтому какие именно школы, какие именно обучающиеся, эти школы и эти обучающиеся будут извещены. Ну и завершить наше сегодня с вами выступление я хотела одним слайдом, потому что мы, Наталья Станиславовна, наконец-то получили сведения обо всех учителях Республики Коми по всем предметам и, конечно, о филологах. И я смогла вот сделать вот этот слайдик. Посмотрите, какая статистика. Значит, у нас по Республике Коми 937 учителей-филологов. Из них высшей категории обладают 258, первой категории 335, вне категории, без категории, вот у меня БК написано, 344. Вот на этой диаграмме вы видите возраст наших учителей, работающих в этих школах. И, как вы видите, да, чем старше у нас учителя, тем выше и представительнее группа учителей. И если посмотреть, то вот я много поискала картинок, там были молоденькие, красивенькие, симпатичные учителя. Я нашла такую достойную учительницу, среднестатистического учителя-филолога Республика Коми. И получается, что это прежде всего человек старше 50 лет, я бы даже сказала, значительно старше 50 лет. У него первая категория или же он вне категории. Но вот, к сожалению, вот таков общий портрет учителя русского языка и литературы в Республике Коми. Я даже комментировать не буду, просто это очень печально. Нет, конечно, мы видим, что есть и моложе 25, и до 30, и до 35, но просто в количественном соотношении представительность молодого поколения среди филологов, к сожалению, незначительна. Ну, собственно, вот и все, что я хотела сегодня сказать. Вы что-то хотите еще добавить, Наталья Станиславовна? Я тоже думаю, что вот это как раз этот слайд, он для размышления. Потому что действительно вот пока такая картина. Последствия ее, вот если над этим задуматься, они как бы тоже не очень такие оптимистичные. Вот, и поэтому нужно думать, наверное, не только нам, всем, но и людям, которые принимают решения о том, что с этим надо что-то делать. С кадровым составом надо что-то делать, как-то надо работать, как-то надо привлекательнее делать профессию учителя, и не только филолога, а вообще привлекательнее. Конечно, был соблазн еще посидеть и сравнить с другими предметниками, то есть как у них там дела обстоят с средним возрастом, с категорийностью, но поскольку мы с вами все-таки филологи, я решила, что этого будет достаточно. Да, нам надо на себя сначала посмотреть. На себя посмотреть, да. Ну что ж, уважаемые зрители, если что интересного будет, пишите, у нас есть на портале возможность вам написать, указаны наши электронные адреса, вы можете посылать вопросы по ним. Чат, я так смотрю, у нас, в общем-то, пустой, нет здесь никаких вопросов, поэтому мы с вами завершаем. Спасибо, до следующих встреч.